Уважаемый Аслан Георгиевич, в администрацию района с коллективными заявлениями обращались жители сел Бабушар, Каципы, Арнаут, Чап в связи с весенними паводками. Я хотел бы от лица всех жителей поблагодарить вас за вашу поддержку. Вы подписали документ о финансировании проведения работ по укрепительным работам для того, чтобы не было потопления. Работы уже начались на Большом Кодоре. Я думаю, в скором будущем начнут и в Арнауте, и Малая Скурча. Для нас это очень важно, потому что угроза для жителей реальна. Позвольте перейти уже к работе, к работной части. Доходная часть бюджета по состоянию на 1 апреля 2023 года выполнена на 103%. При плане 54 миллиона рублей. Фактическое поступление 56 миллионов рублей. Из них собственные доходы составили 20 миллионов рублей, при плане 18,5 миллионов рублей, или 110%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поступление собственных доходов увеличилось на 2,5 миллиона рублей, или 13%. Основными источниками налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета является подоходный налог. Удельный вес составляет 57%. За анализируемый период 2023 года было поступление в виде дотаций из республиканского бюджета в сумме 16 миллионов рублей. При плановом показателе 16 миллионов рублей и субсидий на 19 миллионов рублей. При плане 19 миллионов рублей. Также за аналогичный период было поступление из резервного фонда президента Республики Абхазия на сумму 350 тысяч рублей. Если мне память не изменяет, в 2022 году было потопление жителей, и вы оказали поддержку 5 семьям по 70 тысяч рублей. Это уже в январе месяце этого года. Расходная часть бюджета за данный период выполнена на 96%, при плане 62 миллиона рублей. Фактические расходы составили 60 миллионов рублей, что больше на 41% расходов за аналогичный период 2022 года. Все расходы производились путем доведения до распределителей бюджетных средств предельного объема финансирования расходов, которые имели целевое направление. Хотел бы напомнить, что планируемый бюджет Гулиевского района 91 миллион. В преддверии великого праздника 30-летия Победы я хотел бы обратиться и, пользуясь случаем, для оказания поддержки Гулиевскому району во многих областях. Это прежде всего жилищное коммунальное хозяйство, для того, чтобы мы могли привести район в идеальный порядок. Письма были направлены в кабинет министров, уважаемый премьер-министр, и аналогичные письма, уважаемый господин президент. А также хотел бы затронуть, что электроэнергия очень связана с водоснабжением. В селе Джибута были проведены работы по инвестиционной программе. Они завершены еще в 2022 году. Там стоят мощные установки, которые дают возможность поступления в Гулиевский район, в город Сухум, поселок Синок и в поселок Абудзера Гулиевского района воды. При падении электроэнергии двигатели останавливаются. Нам необходимо сегодня уже поставить усилители системы для того, чтобы они могли мощность увеличивать, для того, чтобы мы могли водой снабжать жителей поселка Абудзера. Около 4000 человек и 1000 человек в других поселках. Также я хотел бы обратиться к вам с поддержкой, что помимо тех рек, которые мы озвучены уже в финансировании, стоит угроза и других рек. Много лет уже не проводились работы, и если будет оказана помощь техникой или финансирование для покупки техники, то в августе месяце мы можем проводить определенные работы для предотвращения паводков уже весенних в последующем. Это такая острая необходимость. И, естественно, в связи с курортным сезоном очень много гостей приезжают в Гулиевский район, в основном поселок Абудзера. Нам необходимо оказание поддержки для того, чтобы мы могли привести такой парк Смецкого, это известно на всю нашу республику, в полный порядок. Это для нас острая необходимость. Состояние парка желало бы лучшего на сегодняшний день. У нас таких два парка. Один парк Гагров, парк Оренбургский, один парк в Гулиевском районе, парк Смецкого. И я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам за поддержкой именно
в этом плане. Много, конечно, вызовов у нас. Я бы не хотел сегодня все озвучивать. Я подготовил письмо на ваше имя, где полностью все выразил, все необходимые вызовы сегодняшний день на Куликуликском районе. Хотел бы также уделить внимание, вы особое внимание уделяете Министерству обороны за последнее время, но надо было бы нам еще обратить внимание на поселок Агудзера, там военный госпиталь. Он требует пристального внимания не только для военных людей, но и для гражданского населения. Необходимо привести в полный порядок. Затраты небольшие, я не говорю о полном ремонте, он потребуется около миллиарда рублей. Сегодня в бюджете Республики Абхазия таких средств, к сожалению, нету, чтобы мы могли всецело выделить на восстановление госпиталя. Но провести ремонты определенные нам необходимо, потому что люди приходят за оказанием медицинской помощи. В Куликском районе 18 тысяч человек, а занято в сфере работы около 2000 человек. Но есть еще официально 2000 человек. Но есть еще такое понятие, как самозанятость. Около 10 тысяч человек. Это сельское хозяйство. Я хотел бы уделить особое внимание сельскому хозяйству. Много десятков лет Куликский район славился цитрусоводчеством. Сегодня один из крупных хозяйств – это ООО «София». На сегодняшний день 92 гектара под многолетней культурой суши раколистов. С января месяца сразу после сбора приступили к работам сельскохозяйственным. Проходит обрезка, обкопка. К сожалению, сегодня посадок нет, потому что все силы финансовые вкладываются в восстановление плантаций. И большая разреженность земель. Если цитрусы должны в идеале расти 4/5, то сегодня разреженность очень большая. Необходимо оказание поддержки государства для того, чтобы мы могли насаждать наше хозяйство. И не только в СОФИО хозяйстве, но и в других местах, где есть земли, которые требуются особого внимания. Это вот такой вкратце обзор. Сколько пенсионеров? 4000 человек, 13 школ, 1 спортивная, 3 детских сада. Учащихся в школе 1000... Конечно, конечно, конечно. Слава Богу, конечно. Абсолютно. Что касается электроэнергии, этот вопрос очень острый. Сегодня собираемость по электроэнергии очень слабая. В связи с чем? С повышением электроэнергии, с повышением тарифа. Потом если говорить правду и говорить прямо, то электроэнергия – это товар, который государство поставляет к потребителю. Чтобы товар дошел до потребителя, необходимы во многих селах новые столбы, СИПы, трансформаторы. Электроэнергия, которая доходит до потребителя, очень слабая. И сегодня требовать от человека оплаты, если будем говорить по справедливости, необходимо товар качественный поставлять. Вот и есть и такая проблема. Благодарю за вопрос. Позвольте мне уделить внимание школам. В Куликском районе 13 школ и 1 спортивная. Учащихся в школах 1850 человек, преподавателей 295 человек. В спортивной школе 333 человека, 3 детских сада. Состояние школ и детских садов желало бы лучшего. Пользуясь случаем, хотел бы попросить и обратить внимание в эту сферу. С нашей стороны мы привлекаем небезразличных людей, которые оказывают нам помощь. И мы пытаемся и делаем это, не останавливая, оказываем содействие и помощь. Конечно, это детские сады и школы. Но требуется помощь государства. Также я хотел бы обратить внимание на администрации района. В Куликском районе 10 административных центров. Состояние администрации, условия, где люди работают, желало бы лучшего. Я фактически проехал все администрации, будучи еще депутатом, конечно, но и сегодня, уделяя особое внимание, я вижу, что условия, где люди трудятся, необходимо более современные. Необходима техника, необходимо оборудование, необходимо современное оснащение. Но само здание требуется
в особом ремонте. И сама администрация Улипского района также требуется в ремонте. Буквально недавно мы завершили ремонт крыши. Это говорит о том, что при бюджете 91 миллион, я округлил, вызовов намного больше. Если вы позволите, я более расширю. Расходы 267 миллионов, а дотации 176 миллионов с половиной. Благодарю вас.